Слава Украине! Чеченская тема снова всплыла в информационном пространстве. О чеченских войнах опять все вспомнили. О независимости Чечни все стали говорить после недавнего постановления Верховной Рады о том, что она признает Ичкерию оккупированной территорией. Конечно, это не то, что прямо абсолютное, полное признание независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это признание ее оккупированной, и таким образом независимость подразумевается. Ну что ж, хорошо и это. Это не есть как бы абсолютное вот как бы то, что надо, то, что необходимо, признание независимости государства. Но, тем не менее, и это хорошо, и это шаг вперед. Импульс, так сказать, не только чеченцам, но и всем колонизированным Московией народам к борьбе за свою независимость, за распад империи. А насчет чеченской темы я не зря вспомнил. Сегодня, 23 октября 2022 года, героическая дата, юбилей. Даже не знаю, как выразить вообще свое отношение к этой дате. Это, можно сказать, что это юбилей события, которое было высшей точкой, пиком в борьбе, в современной борьбе чеченского народа за свою свободу и независимость. Именно в этот день, 23 октября, 20 лет назад, в 2002 году, одна группа маджахедов под руководством Мовсара Бараева дошла до Москвы, и там, в Москве, совершила свой героический акт, прогремевший на весь мир, поставивший на уши Московию, и весь мир, собственно говоря, тоже, который был тогда солидарен с Путиным под соусом так называемой борьбы с терроризмом, с международным терроризмом после 11 сентября в Нью-Йорке. 20 лет назад, в этот день, 23 октября, группа маджахедов под руководством Мовсара Бараева захватила театр на Дубровке во время того, когда там шел спектакль, мюзикл «Норд-Ост». И с тех пор вот это вот событие получило название как бы в истории, в воспоминаниях, вообще как бы в упоминаниях в прессе, стало тоже называться «Норд-Ост» по названию спектакля. Вот сегодня 20 лет, годовщина, юбилей, 20 лет этого «Норд-Оста». Это было действительно очень круто, это было крупнейшее, величайшее событие, именно потому что люди смогли не просто, маджахеды отбивались, так сказать, от москальских атак и от проводимого геноцида там, на месте, в Ичкерии. Там шла страшная война, там как бы маджахеды контратаковали и добивались успеха неоднократно на поле битвы. Но, тем не менее, в Москве, прямо в логове врага, добраться туда беспрепятственно и смочь там как бы выдвинуть Путину ультиматум, вот этой кровавой тирании выдвинуть ультиматум о прекращении геноцида чеченцев и о выводе оккупационных войск, это было совершенно потрясающе. Это было настолько круто. Я просто помню свои чувства. Я вообще поверить не мог первые минуты, когда узнал об этом. Было просто потрясающе. То есть это событие вписано, что называется, с золотыми буквами в историю борьбы не только чеченского народа и не только всего Кавказа за свою независимость и свободу, а вообще как бы в историю борьбы колониальных народов за свое освобождение. Взяли и пришли в Москву, и прямо там в Москве выдвинули вот этот ультиматум. Жалко, конечно, что это ничего не дало, и люди погибли. Все маджахеды погибли, кроме одного единственного, который случайно выжил и был упакован на пожизненное заключение. Отыгрались на нем, на одном единственном выжившем. Конечно, жаль, что люди погибли и не добились своего, но надо сказать, что эти жертвы были не зря. Я уже тогда писал об этом. Жертвы эти были не зря, а, так сказать, смысл и вот этих событий, и других таких же событий, когда, допустим, другая группа маджахедов там через 2 года, чуть меньше 2 лет, взяла в заложники там школу в Беслане. Было еще более громкое событие, но это все-таки в Беслане, на Кавказе, а не в Москве. Смысл этих акций был в том, что, жертвуя собой, отдавая свои жизни, чеченские маджахеды под руководством Басаева, как правило, который всегда брал на себя ответственность и организовывал такие акции,
Под руководством Басаева маджахеды показали истинное лицо Путина. Вот этими действиями, вот этими захватами заложников, ну, наивно веря, что это как-то повлияет, что Путин, так сказать, будет озабочен спасением своих граждан, заложников, будет вести какие-то переговоры, чеченские маджахеды показали истинное лицо путинского режима. Оказалось, что это абсолютно изуверское, чудовищное лицо, это харя, так сказать, бандитское, абсолютно кровавое, рыло по уши в крови, как говорил тот же Басаев. Это такая харя, которая абсолютно не интересуется ни спасением заложников, ни какими-то переговорами. Там тупо, так сказать, без церемоний, без колебаний принимается всегда одно и то же единственное решение. Тупо уничтожить всех. И так называемых террористов, которые взяли заложников, и самих заложников. То есть абсолютно наплевать на все. Просто все выжечь огнем, как в Беслане, или отравить какой-то химией, каким-то газом ядовитым, как это было сделано вот на Дубровке в Нордосте. И до сих пор неизвестен состав этого газа. ФСБ его как бы хранит в тайне, и поэтому от него неизвестно даже было, чем лечиться, какое противоядие. И куча народу, тех же самых заложников пострадала, и потом они там мучительно умирали все вот эти 20 лет от болезней, которые даже непонятно было, как лечить, потому что непонятно, чем отравили. Состав этой химии неизвестен. То есть люди, маджахеды, своей смертью показали вот это истинное путинское рыло этого режима, абсолютно зверского, безжалостного к своим и к чужим, который может только тупо сносить все вообще, выжигать, стирать с лица земли, так сказать, здания, там, города, все что угодно. Тупо расстреливать своих же заложников в жизни, как уже много раз с тех пор было, так сказать, показано за эти 20 лет, жизни своих же граждан, своего же верноподданного быдла этот режим не ставит ни в грош, ни копейки, так сказать, нельзя дать за жизни вот этих вот верных путинских, так сказать, халуев, которые сейчас, в частности, их мобилизируют на украинский фронт точно так же, абсолютно безжалостно, без всяких, так сказать, сантиментов. Их просто тупо загребают, отправляют туда как пушечное мясо, и оттуда уже утилизированных, так сказать, в мешках пластиковых отправляют назад матерям, вот, и семьям. Вот, то есть абсолютно ни малейшей рефлексии, ни малейшего сожаления о жизни своих же граждан, никаких попыток там вести переговоры. Путин только показывает, что он мачо, что вот его престиж требует всех уничтожить, все, никаких переговоров с террористами, всех стереть в пыль вообще, отравить, сжечь, уничтожить. Вот и все. Вот именно эту чудовищность, эту безжалостность доказали, так сказать, продемонстрировали всему миру погибшие чеченские маджахеды. Вечная им слава, вечная память. Люди погибли как герои. Вот такой вот юбилей. Я следил тогда за этими событиями в Москве, поддерживал как мог чеченцев, морально, естественно. А потом какая-то газетенка, я уже не помню, как она называлась, Утро.ру, по-моему, в интернете какая-то газетенка жалкая, москальская, пропутинская, привешивала мне и людям, с которыми тогда я что-то вместе делал, пытался, так сказать, как-то сопротивляться режиму, приписывал, что якобы Стамахин и вот его группировка, значит, помогали там бараевским маджахедам, значит, там оружием или чем-то еще, поддерживали с ними связи в Москве. Для меня это была бы огромная честь, если бы я мог поддерживать с этими маджахедами какие-то связи и помочь им хотя бы чем-то, хотя бы один патрон им, так сказать, дать, чтобы они могли убивать москалей. Но, к сожалению, ничего подобного не было. У маджахедов не было на меня никаких выходов, а у меня, соответственно, на них. Я просто печатался тогда на Кавказ-центре, меня как бы чеченская общественность, в общем-то, знает с тех пор. И маджахеды, и вообще как бы чеченцы как народ. Даже в тюрьмах чеченцы некоторые меня узнавали, кто со мной сидел. Знают именно с тех пор по статьям на Кавказ-центре, и поэтому вот эта дешевая газетенка проститутская, пропутинская, ничего умнее не нашла, как меня, так сказать, приписать. То есть не посадили тогда вот за это, за так называемый терроризм, но, так сказать, занялись немножко позже мной, буквально через год. Я тогда написал текст по итогам, буквально через несколько дней после убийства маджахедов, после того, как закончилась эта история в Нордосте, я написал тогда текст, итоговый как бы. Он назывался «Смолкли честные, доблестно павшие». Это
строчка из стихотворения Некрасова, написанного за 130 лет до этих событий, в память, так сказать, участников первых хождений в народ в XIX веке. Вот, я позволю себе зачитать часть этого текста. Читать, может быть, с экрана не очень хорошо, но, тем не менее, наизусть я это не выучу, а я просто зачитаю. Единственное, жалко, я не могу сейчас проверить, включили москали этот текст в свой так называемый список экстремистских материалов или нет. Но вполне возможно, потому что они туда пачками мои тексты включали, возможно, что и этот. Это был не теракт, это была война. Очень жаль, что они не смогли взорвать все здания, как обещали. 90 трупов заложников, отравившихся освободительным, в кавычках, спецназовским газом. Эти жертвы целиком на ублюдочной российской власти, лично на Путине. Легче легкого было спасти всех, отдать приказ о выводе войск. Вместо этого в последний день были заткнуты рты всем масс-медиа, убраны от стен ДК телекорреспонденты с их прямыми эфирами, и стало ясно, что готовится штурм. Безумный и преступный штурм, унесший жизни почти 1/7 части всех заложников. Освободители, в кавычках, оказались куда кровавее террористов, в кавычках. Я помню, что в день штурма практически, 26 числа, был такой довольно трагический, но обернувшийся довольно забавный эпизод. Было тогда назначено заседание в Сахаровском центре, собрание, проводимое Московской организацией транснациональной радикальной партии в честь, значит, подготовки к ее 38-му съезду в Тиране, Албании. Само это заседание было назначено задолго до Нордоста, за месяцы. Рассылалась информация в прессу, пресс-релизы делались. Вот я пришел туда, мне как бы было интересно. Радикальная партия тогда много занималась чеченской темой, хотя была очень умеренная и такая как бы не радикальная на самом деле, вопреки своему названию. Но тем не менее, председательствовал Храмов, Коля Храмов, который был член Генсовета радикальной партии и, естественно, глава Московской организации. Вот, председательствовал он. Был я, были члены радикальной партии, был еще несколько человек, которые там не состояли. Такой актив, как бы, тогдашний московский вот антивоенный актив. Вот. Естественно, обсуждался, поскольку это было как раз через час, буквально через час или два после штурма Нордоста, обсуждалась, естественно, не подготовка к съезду в Тиране, а обсуждались вот эти горячие события, только что произошедший штурм. Пришел кое-кто из журналистов, поскольку им были пресс-релизы разосланы заранее, как бы. Вот. Пришел, в частности, корреспондент литературной газеты с диктофоном. А я еще принес газету «Радикальная политика», которую я тогда делал. Тоже там ее положил, чтобы присутствующие брали. Я всегда так делал, приносил, клал. Ну и вот, выступали как бы многие, говорил я сказал тогда о том, что это, так сказать, как это я сформулирую, оправданная акция, что как бы люди вот примерно то же самое, что говорю сейчас. Люди героически боролись, пострадали, но, так сказать, не сдались. Что их позиция правильная, геноцид в Ичкерии должен быть прекращен, войска выведены. Признана независимость Ичкерии. Примерно то же самое говорю Храмов, только, может быть, помягче. Другие примерно так же выступали. Я, может быть, наверное, я говорю жестче всех. После этого, через несколько дней, в литературной газете появилась статья под заголовком «Терроропоклонники». Значит, с подзаголовком не менее веселым. Значит, как-то примерно там московские радикалы или там как-то радикалы, вот радикальная партия, считают захват заложников оправданной акцией. То есть это уже был само по себе, сам заголовок и подзаголовок, это уже как донос звучало. Уже как бы, сказать, буквально как стукач. Еще тогда не было всех этих законов. Закон об экстремизме уже был, правда, его летом приняли. Вот. Но тем не менее, тогда еще удалось как-то, так сказать, остаться на свободе после этого. Была истерическая совершенно статья в литературной газете, да плюс еще корреспондент взял эту радикальную политику, которую я там положил, а судя по совпадению, она абсолютно не имела отношения к радикальной партии, я делал ее сам. Но по совпадению с названием радикальной партии, он подумал, что эта газета тоже радикальной партии, процитировал кое-что оттуда.
в частности, анекдоты, которые я собирал в интернете тогда и печатал. Он процитировал кое-что оттуда и, в общем, показывал всем, посмотрите, типа, какие мерзавцы, они там одобряют террор, они, в общем, такие-сякие. Это был хохот, просто хохот. Я со смеху умирал, когда читал. Тем не менее, Храмову пришлось оправдываться и писать там, ну, оправдываться или как-то так. Не то, что отмежевываться от меня, но, во всяком случае, он написал открытое письмо редактору литературной газеты, где упомянул, что Стамахин не является членом радикальной партии и, в общем, пытался как-то, так сказать, ответить на этот выпад, на этот донос. Вот такая была веселая история. Вот штурм мы обсуждали вот в таком составе буквально через час или два после того, как он произошел. Я еще позволю себе прочесть кое-что из этого же текста 20-летней давности. Вот эту цитату ее часто цитируют, да, где-то там в каких-то патриотических писаниях обо мне, где-то в интернете есть какие-то, так сказать, какой-то сбор компромата на меня, там вот эта фраза все время фигурировала из этой статьи. Чеченцы Мовсера Бараева сражались как герои и умерли как герои. Действительно так. Именно их мы должны оплакивать. Именно из-за их смерти случившаяся трагедия, а не из-за смерти отравленных заложников, голосовавших в 2000-м за Путина. От Путина они и получили свою смерть. От кровавого КГБшного президента-диктатора и его комарилии ничего другого ждать и не приходилось, кроме варварского штурма и превращения в фарш находившихся в здании людей. Хотя были наивные, искренне удивлявшиеся, как это президент не использует такой удачный шанс вывести войска и закончить войну. Вот так вот. И итоговое как бы. То, что тоже многих бесило, я помню, где-то тоже это цитировали, и тоже там в тоне истерики эти, так сказать, антитеррористы, патриоты, там, путинисты. Вот это вот то, что я дальше писал в конце. Акция в Дубровке поставила на уши всю страну, действительно. Акция была не напрасной и запомнится надолго. Она имела огромный смысл. Она заставила обосраться по полной программе весь путинский режим, поставила на уши всю эту вонючую властную элиту, в кавычках, Москвы и России, от журналистов РТР до офицеров ФСБ. Заставила их хорошенько побегать и повизжать от страха, как свиньи в горящем хлеву. И наглядно доказала, что после всех глупых и хвастливых путинско-патрушевских заявлений насчет якобы, в кавычках, полного разгрома и уничтожения остатков бандформирований, через 3 года упорных боев чеченское сопротивление не только живо, активно и готово бороться дальше, но и вполне способно перенести войну на территорию врага, в самое его логово, в его столицу. Вот между прочим, возвращаясь к современности, вот эту акцию чеченских маджахедов, одной группы чеченских маджахедов в Москве, никто с тех пор не превзошел, никто, абсолютно никто. Ни, ну, так сказать, никто, ни украинцы нынешние. Хотя Украина имеет там хаймерсы и может теперь стрелять до Москвы и доставать, так сказать, своей артиллерии. Но Москва стоит, ее никто не трогает. Хотя в ней уже начали бомбоубежище проверять и, так сказать, готовить к использованию, таблички на них вешать. Никто абсолютно. Они бомбили варварски Сирию, убивали там детей. Но даже из арабов, из Сирии, из других, никто не попробовал ничего сделать в Москве, так сказать, равного тому, что сделали чеченские маджахеды 20 лет назад. Так что вечная слава этим людям, погибшим, так сказать, за свободу и независимость своего народа. Вечная слава и память. Никто их еще не превзошел. И я, так сказать, очень надеюсь, что это все было не зря. Я уверен в этом. Все это было не зря. И в конце концов Ичкерия будет свободной. Сегодня вообще день такой богатый на даты. Сегодня еще, кроме вот этого юбилея, о котором я сказал, сегодня еще есть годовщина более давняя. Хотя не круглая, но более давняя. Сегодня 23 октября, день начала Венгерской революции 1956 года. Это тоже яркий пример, как люди сопротивлялись и отстаивали свою свободу и независимость. После, так сказать, после украинцев, которые там после Второй мировой войны еще 10 лет стреляли по чекистам и воевали в лесах своих. Вот это еще один наглядный пример, как целый народ восстал, чтобы, так сказать, скинуть вот это иго, вот эту коммунистическую тиранию. Венгры показали абсолютно правильный пример, что надо делать с коммунистами. Они своих коммунистов вешали.
Вот, они правильно абсолютно делали, брали и вешали их. И все. К сожалению, восстание было разгромлено и подавлено. Вот, это тоже важная веха. Венгрия сейчас вообще, так сказать, движется таким не очень правильным курсом. Поддерживает москалей фактически, хотя тот же самый Орбан говорил, что не надо, так сказать, типа думать, что мы не знаем, что такое русский сапог, мы прекрасно помним, вот, так сказать, пойдите на кладбище, где похоронены эти жертвы. Но тем не менее, они сейчас, так сказать, Путина, по сути, поддерживают. Вот, я могу, так сказать, не удержусь, честно, извиняюсь за большое количество цитирования, я не удержусь, чтобы процитировать кусок из мемуаров Буковского вот на эту тему. Из знаменитой книги «Возвращается ветер», где он как раз, он пацаном это застал. Как раз он об этом пишет. Как раз в это время произошла Венгерская революция. Уже после всех разоблачений, осуждений и посмертных реабилитаций, после всех заверений в невозможности возврата старого, снова трупы, танки, насилие и ложь. Еще одно убедительное доказательство, что ничего не изменилось. Такие же ребята, как мы, по 15-16 лет гибли на улицах Будапешта с оружием в руках, отстаивая свою свободу. Кто теперь наши, кто не наши? Это уже не кино, не игра в войну, где всегда наши и немцы, а ты всегда на правой стороне. А тут на одной стороне наши, русские, которых не спросясь гонят убивать. И на другой стороне тоже наши, потому что и я на их месте делал бы то же самое. Как изнемогали мы от московской тишины, от спокойной будничной жизни. Казалось, вот сейчас затормозит грузовик у нашего двора, запыленный грузовик защитного цвета. Пора, скажут нам, и начнут подавать через борт новенькие автоматы. И мы пронесемся бурей по чердакам и проходным дворам, в которых знаем на ощупь каждую балку, каждый поворот, туда, к центру, к кремлевским звездам. Но громыхали по булыжникам мимо пыльные грузовики, шли безразличные пешеходы, да где-то лениво переруливались бабы. Мертвое царство. Мучительно тащился день за днем, пока все не кончилось, пока Венгрию не придушили. И было ясно, что ждать больше нельзя, надо что-то делать. А что делать? Я был готов на все. Так что да, в этой стране проклятой ничего не меняется. В Москве я имею в виду, а не в Венгрии. Вот, ничего не меняется по сути, и, в общем-то, все идет по кругу, история циклична. Вот теперь они, значит, уничтожают Украину, но, к счастью, Украина дает им такой отпор, что у них пух и перья летят, у этих мразей. Тут еще одно комическое событие, я вам хочу упомянуть просто мельком, из области вот цикличности истории. Оказалось, я как бы на своем опыте жизненном, размышляя о том, что видел сам, и о том, о чем читал в книгах, было время поразмышлять у меня, пришел к выводу, что да, действительно, история циклична, не только москальская, а вообще, и что единственный действующий закон истории сформулирован, оказывается, не Марксом вовсе, как учили в школе, а Экклезиастом. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Вот, пожалуйста, очередная иллюстрация тому, что нет ничего нового под солнцем. Тут, значит, где-то, в начале, с 4 по 7 ноября в Польше готовится не больше, не меньше съезд народных депутатов. Значит, Россиюшки. Вот, такой есть Илья Пономарев, мега-гиперактивный ныне, значит, оппозиционер, хороший русский, так называемый. Вот, бывший депутат Государственной Думы, знаменитый тем, прославившийся тем, что единственный голосовал в 2014 году против аннексии Крыма, будучи еще депутатом. Единственное, он против этого голосовал, но это не потому, что он за независимость или там за признание Крыма частью Украины, а, так сказать, по другим мотивам. Он считал, что там неправильно все сделали, неправильно захватили. Вот он собирается, значит, провести съезд, так называемый съезд народных депутатов. То есть депутатов, всех российских депутатов, которые находятся, оппозиционны путинскому режиму и, так сказать, там находятся в эмиграции или из России еще имеют возможность выехать и приехать, там депутаты не только Думы, а все депутаты всех уровней, вплоть до муниципальных. Муниципальных, я думаю, там будет большинство, потому что депутатов Думы оппозиционных, их не так много. Там Гудковый, отец и сын, значит, чекист Гудков,
занимавшийся диссидентами в советское время, вот он теперь оппозиционный депутат, и светило оппозиции хороших русских, значит, вот этой вот всей компании. Вот, еще какая-то часть там, и депутатов Государственной Думы, бывших, да, их немного. А вот муниципальных и достаточно. И там, видимо, будет такая смесь, как бы пестрая, но с преобладанием вот муниципальных. Или каких-то региональных. Есть люди, которые были там, типа как Волков. Ну, Волков, наверное, не будет участвовать, он же в Навальновском проекте участвует. Но он бывший депутат Екатеринбургского областной думы, или как это называлось. Еще там году в 9-м, в 10-м он в ней числился. Вот. Я когда услышал вот это название «Съезд народных депутатов», я не знаю, многие помнят, я думаю, еще из тех, кто меня смотрит. Это точь-в-точь вот то, что было в начале 90-х. Съезды вот этих нардепов, которые там все время вносили поправки в Конституцию, чтобы, значит, так сказать, насолить Ельцину. Боролись там с ним хасбулатовский этот Верховный Совет, съезд, Рудской президент, вот это вот все. Сразу мне вспомнился. Я думаю, что просто, ну, по своему составу, по своему уровню, по своим тенденциям политическим. Это будет, ну, примерно то же самое, что было тогда. То есть, где они возьмут другое? Где они, так сказать, родившись и вырасти вот в этой стране, впитав вот эту, вырасти из этой почвы, из которой все Путины, все Сталины и вот это все вырастает. Из этого быдла, как бы, абсолютно такого проимперского, мазохистского, реваншистского, и, бог знает, гомофобного, и черт знает какого еще. Откуда возьмется что-то прогрессивное в этих так называемых оппозиционных депутатах? Их оппозиционность в том, чтобы одного Путина с компанией там убрать, а саму эту Россиюшку оставить, она типа будет опять хорошая, будет демократическая, там, прекрасная Россия будущего, да. И через 10 лет опять начнет все то же самое делать, и, так сказать, походы завоевательные начнем. И репрессии внутренние, как это уже было там в 91-м, свобода, все, демократия, все, так сказать, возвращение в цивилизацию, свободная Россия. А через 10 лет чекиство во главе и, так сказать, начало всего, репрессий, террора, империализма, возрождения, вот это все. Так же точно будет и дальше. Вот они сейчас это готовят. То есть совершенно очевидно то, как Сотник это сказал, Александр Сотник это сформулировал, что система готовится к перезагрузке. Хотя они все в эмиграции и, так сказать, прямого доступа туда, на территорию Москвы, они не имеют, там на них дела уголовные, там того же Пономарева в частности. Но если вдруг там все обрушится в какой-то момент, и они смогут подсуетиться, у них уже готова структура, вот типа это какая-то легитимность, ну никакая на самом деле, потому что они все бывшие депутаты, у них все мандаты давным-давно истекли, а кого-то и лишали мандата, было дело. Но тем не менее, они могут подсуетиться там, попытаться, так сказать, перехватить эту власть, чтобы сохранить империю как таковую, что типа нет хаоса, нет безвластия, а вот есть такая власть, типа она легитимная, там она типа за хорошую Россию будущего. Вот. И действительно это может проканать, действительно, Запад может купиться на это. Что вот легитимная власть, не связанная с путинским режимом, оппозиционная, демократическая, вот. Народные депутаты, как-никак, значит. Это самое. Я баллотированный, облеченный доверием, сразу вспоминается мне из 12 стульев. Вот. И, короче говоря, они готовят вот такую вещь. То есть перехват власти, перезагрузка системы. Вот. Я думаю, что тут нечего особо комментировать. Я могу только вкратце в 3 словах напомнить свою позицию, что никакой России, ни демократической, ни свободной, ни прекрасной, вообще никакой в принципе не должно остаться. Так называемая Российская Федерация как государство и историческая российская государственность, сложившаяся, заложенная в 13 веке и с тех пор прошедшая ряд последовательных стадий, типа Московское княжество, Российская империя, СССР и нынешняя так называемая Российская Федерация, вот эта историческая государственность должна быть полностью уничтожена, ликвидирована, территория ее должна быть разделена на множество, не менее сотни государств, независимых, свободных. Я не знаю, насколько свободными они будут с таким населением, которое там живет, которое 4 за Путина голосовало все эти годы. Но, тем не менее, никакой России, ничего вот этого быть не должно, никакой перезагрузки, естественно, допускать нельзя. Другое дело, что те, кто это понимает, не имеют вообще никаких инструментов на что-то повлиять. А вот те, кто хотят перезагрузку системы устроить и спасти эту Россиюшку и, так сказать, перехватить ее и продолжать как бы существовать в ее формате, в этом империалистическом, они вот сейчас готовят вот это вот шабаш народных депутатов в Польше.
Вот. Посмотрим, будем следить за развитием событий, посмотрим, чем это все кончится. Смерть России!